Олеся Яхно для канала «Миновито онлайн». По поводу звонка президента США Джозефа Байдена президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Как и в любом событии, так и здесь я выделяю внешнюю сторону вопроса и внутреннюю сторону вопроса. На мой субъективный взгляд, для России в этом звонке Байдена важнее внешняя сторона вопроса, в то время как для США, наоборот, важна внутренняя сторона вопроса, направленная на то, чтобы понять, что действительно происходит и в чем причина такого демонстративного увеличения российской армии возле границ России и Украины. Для России важна внешняя сторона вопроса, потому что, на мой взгляд, Россия в последние годы действует все-таки в логике про то, чтобы казаться, а не быть. Эта логика, она уводит к вопросу о том, что такое сильное государство в 21 столетии, что такое слабое государство в 21 столетии. Заниматься военным шантажом, отбирать территории у своих соседей, которые явно в военной мощи слабее тебя, это не значит быть сильным. Сильное государство — это если оно имеет экономическую мощь и если оно может на созидании и на взаимовыгодных проектах демонстрировать свою мощь, в том числе и взаимовыгодных по отношению к своим соседям. С учетом того, что Байден совсем недавно назвал Путина так, как он назвал, и это стало определенным сигналом и маркером для других государств, с учетом также того, что для России складывается геополитическая конъюнктура не лучшим образом. Я имею в виду и санкции, решительность администрации Байдена ввести санкции по вмешательству в выборы на основании доклада, отчета разведслужб, также по кибератакам и, возможно, по Навальному. Кроме того, не лучшим образом складывается конъюнктура из-за того, что восстанавливается сотрудничество между США и ЕС, прежде всего в сфере безопасности, которое несколько, ну скажем так, было приостановлено в период президентства Трампа. И в этом смысле, да, Россия, которая понимает, что не лучшим образом складывается геополитическая конъюнктура, она все-таки пытается, да, показать, что смотрите, мы вот значимая страна, мы крупный субъект геополитики, все внимание направлено к нам, мы должны как бы типа обороняться, потому что страны НАТО, как это такой пропагандистский, один из пропагандистских штампов России, они хотят с территории Украины напасть на Россию, там уничтожить или ослабить его, и вот президенту России звонит президент Штатов, а раз он звонит, значит мы, ну, как бы важный субъект геополитики. То есть сам факт звонка для России важнее, чем, скажем, содержание возможного разговора. И это о том, чтобы казаться, а не быть, чтобы казаться сильными, якобы сильными внутри страны и вовне, да, и получается, что у России нет других возможностей, как демонстрировать эту силу через демонстрацию военного шантажа, что и происходит, что не исключает, на мой взгляд, риск реального военного обострения и эскалации, но цель все-таки, на мой взгляд, была в том, есть в том, чтобы, да, вот не быть, а казаться, да, и таким образом привлекать внимание. Что касается Штатов и Запада, ЕС в целом, действительно, Запад не понимает, куда движется дальше Россия. Мы знаем, что Байден в своей речи сказал о том, что мир делится на демократических и недемократических авторитарных лидеров. И куда движется и что собирается дальше делать Россия, это да, это действительно для многих вопрос содержательного характера, потому что пока все, что делает Россия, она просто пытается показать, что ну, нам это не важно, смотрите, если вы отключите от SWIFT, тоже не критично, сейчас Россия пытается с Китаем, да, обсуждать какие-то вопросы альтернативной долларовой финансовой системы, все понимают, что это нереалистично в краткосрочной перспективе, а значит, это тоже такой определенный пропагандистский блеф,
показывать, что якобы не страшно. А вопросы системные, они остаются. Сейчас, кроме увязания России по своей же инициативе в войне, в санкциях, теперь уже добавилась проблема Беларуси, потому что теперь проблема режима Лукашенко, который действует в абсолютно в информационной плоскости и в штампах пропагандистских Российской Федерации, да, теперь эта проблема объединилась с проблемой России, которая, да, гарантирует устойчивость сейчас Лукашенко. И в этом смысле такие реальные проблемы, они никуда не исчезли. И Запад, я думаю, действительно, да, пытается понять, что происходит в России, но для Байдена это не про то, чтобы казаться, а про то, чтобы, во-первых, с одной стороны, системно отвечать на гибридное поведение Российской Федерации, в том числе там, по вмешательству в выборы, например. А с другой стороны, действительно оставлять какой-то этот люфт, да, переговоров и разговоров, и так устроена, в конце концов, международная система отношений, да, чтобы Байден и другие лидеры разговаривали, но при этом, чтобы было понятно, в чем суть. Поэтому, с одной стороны, будут нарушения, вернее, санкции за нарушения, а с другой стороны, да, определенный люфт остается, но, опять же, повторюсь, это проблема России, которая все последние годы, на мой взгляд, занимается тем, чтобы казаться, а не быть, даже с точки зрения собственной страны, того, куда ведет свою страну действующая власть Российской Федерации, и что означает эта перспектива концепции движения к концепции страны стены, изоляционизма, такого, да, как написал когда-то Сурков, концепции, да, государства полукровки, да, одиночество государства полукровки, что это дает самой России. И, на мой взгляд, этого нет ответа у самой российской власти, поэтому вот она предпочитает, да, демонстрировать свою силу и влиятельность исключительно через военную мощь. А сам по себе звонок, он не может заменить содержательную часть, вот, в которой есть проблема.